Таджики, иранский народ, является вторым многочисленным этносом Средней Азии по оценкам ООН и данным книги фактов ЦРУ. Таджики – один из наиболее древних народов Центральной Азии. Прямыми предками народности являются бактрийцы, сагдийцы, маргианцы, хорезмийцы, парфяне, парканцы, сако-массагетские племена. В 1924 году была образована Таджикская АССР, столицей которой стал город Душанбе. Народ проживает в основном на территории Афганистана и Таджикистана. Большое количество таджиков живут в Кыргызстане, Узбекистане и Пакистане. К таджикам в Афганистане относят персоязычное население озера Хамун и бассейнов Геридура. Живут в США, Германии, России, КНР, Великобритании, Казахстане, Канаде, Швеции, Бельгии, Туркмении, на Украине, в Италии, Финляндии и Нидерландах. Этноним таджик связан с происхождением среднеперсидского слова тазык, которое переводится как араб. На востоке иранского мира сагдийским словом тазык называли армии халифата, которые вторглись туда под знаменем джихада. Тюрки-караханиды, захватившие Среднюю Азию, использовали широко слово тяжик для обозначения оседлого подвластного иранского населения. На другом конце иранского мира тяжик называли всех мусульман в армянском языке. Как название национальности, этноним таджик стал широко употребляться в 20 веке после национального размежевания и советского национального строительства. Другое название национальности – дарий. Общая численность таджиков во всем мире составляет около 20 миллионов человек. Примечательно, что в Афганистане живет больше представителей этого народа, чем в Таджикистане. Таджики говорят на разных диалектах персо-таджикского континуума, таджикском и языке дарий. В таджикском языке существует более 50 говоров, которые делятся на 4 основные группы – центральная, юго-восточная, северная и южная. Когда арабский халифат завоевал Среднюю Азию, письменность таджикского была на основе арабского алфавита. Затем, в 1929 году переведена на латиницу. Современная письменность основана на кириллице. В 1940 году впервые был введен таджикский алфавит. Современный вид он приобрел только в 1988 году. В нем 35 букв, и основан он на русском алфавите с добавлением 6 диакритических букв для обозначения звуков. Многие специалисты рассматривают язык дарий как афганский местный вариант персидского и таджикского. Дарий практически идентичен с таджикским, отличается только письменностью. Носители таджикского, дарий и персидского понимают друг друга без сложностей. Со времен арабского завоевания основной религией таджиков в Средней Азии был ислам суннитского толка. Сегодня основная часть народа является суннитами ханафитского мазхаба. В Средней Азии существует небольшое число шиитских общин. Особыми группами являются фарсиваны запада Афганистана. В основном это шииты и таджики Памира, исповедующие ислам вслед за памирскими народами. В традиционной вере таджиков широко проявляются зороастризм и древнеиранские верования. Сегодня большинство таджиков носит одежду городского типа, но национальный костюм сохранился. Особенно он востребован среди женщин в сельских местностях. Национальная кухня таджиков является одной из древнейших в мире. К ней наиболее близки узбекская и персидская кухни по ассортименту продуктов и видов блюд. Кулинарное искусство таджикского народа формировалось под влиянием богатой истории. Селения таджиков отличаются компактностью, они тесно застроены, улицы похожи на лабиринты. В основном стоят глинобытные дома, обнесенные заборами дувал. В горных районах жилища возводят из камня, крыша плоская, иногда в доме есть терраса айвон. Издавна таджики занимались пашенным земледелием, скотоводством. В горных, равнинных и высокогорных районах использовали искусственное орошение, выращивали бобовые, злаковые культуры, хлопчатник, ячмень, проса, плодовые, бахчевые, огородные культуры, разбивали фруктовые сады. Держали крупный рогатый скот, небольшое количество овец, коз, лошадей, ослов.
использовали вертикальное кочевание. Скот перегоняли летом на горные луга, куда переселялась часть жителей для пастьбы. У народа существует огромное количество различных традиций, уникальные свадебные церемонии. Свадьба длится 7 дней. На первый день жених с невестой проводят праздник по отдельности, каждый со своей семьей. Длятся такие банкеты 3 дня. На 5-й день жених вместе с родственниками и друзьями идет в дом невесты. Молодожены пьют стакан воды, съедают кусок мяса с солью. Это необходимо для связи их обязательств перед имамом. Только после проведения обряда молодожены могут быть вместе. Народ очень гостеприимен. Гостя всегда сажают на почетное место в мехманхона, большую гостиную в доме. При строительстве жилья таджики обязательно строят такую комнату в знак того, что гости в этом доме всегда желанны. Главный праздник у народа – Навруз. Празднуют его в день весеннего равноденствия. Навруз знаменует собой новые надежды, новую жизнь для людей. К празднику готовятся всей деревней. Готовят главное блюдо сумалак. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайки. آروم آروم تو گوشم بگو که میمونی هر شب هر روز هر لحظه به یادم میمونی ذره ذره از عشقت من دارم میمیرم من تو فکرم چجوری دستاتو بگیرم حالا دستات تو دستام نگاهتم تو نگام این چه حسیه چه حالیه چرا من رو هوام حالا دستات تو دستام نگاهتم تو نگام